Приятная новость. Снова заработал мой видеорегистратор. После поездки в монгольскую пустыню к поющим пескам. С того дня мой регистратор перестал фурычить. Морочился, но вижу, что... На что он теперь стал способен только включаться и выключаться. Прошло уже дней 5 или 6. Я вернулся из Монголии в Россию. Проехал уже от Улан-Удэ до Читы. После Читы уже были Нерчинск, Моготча, Ерофей Павлович, Сковородино. Пересек трассу Лена, уходящую от Невера на север в сторону Якутска. В данный момент времени я на 1140 километрах трассы Амур. И ближайший населенный пункт по карте — это Магдагачи. Очень необычное название для населенного пункта Ерофей Павлович. До недавнего времени я даже не слышал об этом. Название такое, может, единственное в своем роде на всю страну. Ерофей Павлович — это Хабаров, русский первопроходец, который внес неоценимый вклад в присоединение к России громадных территорий к востоку от Байкала. Ерофей Павлович Хабаров из Великоустюгских земель, нынешняя Вологодская область. Эта земля известна как родина нескольких известных землепроходцев и освоителей русского севера, Сибири, Прибайкалья, Дальнего Востока. Такие имена, как Семен Дежнев, кто первый в 1648 году открыл пролив между Азией и Америкой, который позднее назвали Беринговым проливом. Беринг 80 лет спустя ограничился лишь плаванием в южной части пролива, а Семен Дежнев прошел его весь с севера на юг. Дежнев также известен открытием Камчатки, который присоединит к России другой устюжанин Владимир Атласов. Как русские попали на Амур? Все началось с освоения Сибири во времена правления Бориса Годунова 1584 по 1605 годы. В эти годы были основаны на Иртыше города Тобольск, Тара, на Оби, Сургут, Нарын, Томск. Во времена смуты были построены на Енисее города Туруханск, Енисейск, Красноярск. Русская колонизация шла одновременно по приказу Москвы и в инициативном порядке. Эти два течения существовали практически неразделимо. Первопроходцами Сибири были казаки, стрельцы, промышленники, беглые крестьяне, все, кто шел на восток. Русские проникают в Сибирь двумя путями. Северный путь по рекам Нижняя Тунгуска, Вилюй, Лена. Южный путь Верхняя Тунгуска, Илим, Кут, Лена. На реке Алдан эти два пути сходятся в один. Далее вверх по Алдану и его притоку реке Майи, которая близко подходит к реке Ульи, впадающей в Охотское море. По этим рекам главным образом продвигались первопроходцы. В 20-х годах 17 века русские начали экспедиции по Верхней Тунгуске для обложения данью туземцев и для полного их покорения. Результатом стало подчинение местных тунгусов и бурят. Другие казацкие отряды пробрались на Лену и познакомились здесь с якутами. В удобных для этого местах русские строили остроги как отправные точки дальнейшего продвижения вниз по Лени. В 1632 году казаки добрались до якутов, живших на Средней Лени, и воздвигли на их земле якутский острог. Отряд томских казаков под предводительством атамана Копылова в 1638 году, 1939 по рекам Алдану и Майи достиг Станового хребта и, перевалив через него, по реке Ульи спустился к Охотскому морю. Казаки обследовали берега Охотского моря и построили зимовье. Тунгусы и ламуты были обложены ясаком. Казаки собирали у тунгусов сведения о реке Амур и живших там племенах.
Тунгусы рассказали, что там живут люди, сеющие хлеб, имеющие домашний скот, добывающие медную, серебряную и свинцовую руду, ловящие ценных соболей. Якутский воевода, получив эти сведения, в 1643 году отправил экспедицию Василия Пояркова на реки Зея и Шилка для сбора дани, для приема людей, не обложенных данью, для сбора руды и хлеба. В июле 1643 года Поярков с отрядом 133 человек вышел из Якутска и по рекам Алдан и Учуру к осени добрался до реки Ногам. Здесь отряд разделился, 40 человек осталось зимовать, с остальными Поярков спустился через становой хребет. По Зеи отряд добрался до областей, заселенных даурами. Казаки перезимовали в сторожке и весной, соединившись с составленным отрядом, двинули вниз по Зеи. До устья Амура добрались только 65 человек. Там казаки обложили ясаком и привели к царю геляков. Возвращаться обратно вверх по течению Поярков не рискнул. Отряд пошел на геляцких лодках к северу вдоль берега Охотского моря до тех мест, где находились зимовье. В устье реки Ульи казаки построили острожек и зазимовали здесь. Весной по реке Ульи, потом Волоком до Майи. В июле 1646 года отряд вернулся в Якутск с богатыми трофеями. Поярков указал путь по Зее и Шилке Амуру и определил места, где лучше всего построить остроги. Атаман описал тамошние места, как богатые для государя и его людей. Весной 1647 года казаки атамана Семена Шелковникова в устье реки Охоты заложили первый русский порт на Тихом океане – Охотск. На своем пути отряд встретил сопротивление отряда тунгусов до 1000 человек, которое им удалось отбить. Формально порт был учрежден в 1732 году и существовал до 1849 года. В Охотске с 1660 года по 1849 год было построено 70 парусных судов. В 1654 году тунгусы сожгли Охотский острог, но вскоре появился новый русский отряд, тунгусы были разбиты, острог отстроен вновь. Кто такой Ерофей Павлович Хабаров? В конце 40-х, начале 50-х годах 17 века русские попытались основательно утвердиться на Амуре. В 1649 году Ерофей Хабаров, опытный атаман, собрал на свои средства отряд 70 человек военных и промышленных людей, объявил якутскому воеводе, что идет на Амур. Хабаров пошел новым путем рекой Алекмой, ее притоком Тунгирем, далее Волоком в приток Амура, реку Урку. Здесь находились угодья туземного князя Лавкая. Когда русские пришли на земли князя, все его города были пусты. В тот же день пожаловали туземцы, сам князь с двумя братьями, зятем и холопом. Казаки и Лавкай вступили в переговоры через переводчика. «Кто такие?» – спросил князь. «Мы, казаки, пришли торговать, привезли подарки». Князь не поверил, сказал, что слышал от других русских, что отряд Хабарова хочет пограбить местных, поэтому они и разбежались. Хабаров начал уговаривать князя дать дань. Князь обещал подумать и уехал, но не вернулся. Хабаров пошел за ними, но города были пусты. Оставив часть людей в мае 1650 года, Хабаров вернулся в Якутск. Воеводе атаман доложил, что по реке Амур живут дауры, обрабатывают землю и держат скот. В реке Амур всякой рыбы вдоволь против Волги. По берегам луга и пашни, леса, полные соболя и всякого зверя. Родится хлеб, ячмень, овес, проса, горох, гречиха. И если князья даурские покорятся, прибыль государю будет большая. Даурская земля будет прибыльнее Лены, да и всей Сибири. Донесение Хабарова произвело на казаков впечатление. Тут же вызвались идти 170 добровольцев на Амур. Воевода отдал еще 20.
В тот же год отряд с 3 пушками отправился на Амур. На этот раз дауры оказали сопротивление. Около даурского города Албазин казаки вступили в бой с даурами. Туземцы бежали, 20 казаков были ранены, дауры ушли из города, Албазино осталось за русскими. На требование дать ясак князья отвечали, что дают ясак китайскому царю, а для русских у них нет ничего. С даурами у русских вышло сложнее, чем с другими народами Сибири. Покорить князька еще не означало покорить и весь род. И если князя брали в заложники, его род не шел выручать его, а разбегался. Для зимовки казаки Хабарова выстроили Очанский городок. Местные несколько раз осаждали крепость, но казаки легко отбивали атаки. Когда русские впервые повстречали маньчжуров, весной 1652 года появился новый неприятель – маньчжурское войско, присланное по приказу наместника китайского Багдыхана. Войско имело пушки и ружья. Казаки отбились, и Хабаров писал, как русские встретили бой на Амуре, защищая город Очанский. Маньчжуры атаковали на конях и в панцирях. Русские дрались и обороняли город. Маньчжуры хотели взять казаков живьем. Казаки, учуяв это, решили живьем не даваться. Отбили атаку маньчжуров, но не став ждать подхода новых сил, Хабаров покинул Очанский и отправился вверх по Амуру. В августе 1652 года в отряде Хабарова вспыхнул мятеж. Часть казаков сбунтовалась и отделилась от атамана. Хабаров отправил в Якутск донесение, что людей у него мало, осваивать Амур не может, потому что маньчжуры агрессивны и хорошо вооружены. В 1653 году Хабаров сдал ясак и отправился в Москву. Приказным человеком на реке Амур стал Ануфрий Степанов, которого оставил после себя на новой даурской земле Хабаров. Разгром отряда Степанова. В сентябре 1653 года Степанов с войском поплыл вниз по Амуру в поисках хлеба и строевого леса. Хлеб отряд нашел на берегах притока Амура реки Шингал. Тут же отряд зимовал. В начале июня 1654 года Степанов вновь пошел на Шингал за хлебом. На третий день казаки встретили большой отряд маньчжур с огнестрельным оружием. Часть войска шло на судах, часть по берегу на конях. Маньчжуры первыми открыли огонь по казакам. Казаки приняли бой, маньчжуры бежали и спрятались в городке Шингал, который взять русские не смогли. Из допроса пленных маньчжур казаки выяснили, что Багдыхан выслал войско в 3000 человек к месту впадения Шингала в Амур, а войско должно оставаться 3 года и не пускать русских. Багдыхан запретил местным сеять хлеб и велел переселяться вглубь Маньчжурии на реку Наун. Степанов ушел из Шингала и в устье реки Катары, впадающей в Амур, построил острог Катарский. 13 мая 1655 года 10-тысячное войско маньчжур подошло к острогу и стало пускать огненные стрелы, чтобы поджечь крепость. 24 марта маньчжуры пошли на штурм крепости со всех сторон. Маньчжуры использовали большие лестницы с колесами на одной стороне и крюками на другой стороне, а также другие осадные китайские приспособления. Казаки отбились, начали атаку и захватили всю осадную технику противника. После этого маньчжуры не ушли, продолжили бить из всех пушек до 4 апреля и ушли, ничего не добившись. Поражение маньчжур очистило Амур и Шингал, и Степанов опять стал ходить туда за хлебом. В 1656 году вышел указ Багдыхана свести все местные племена дучеров с рек Амура и Шингала. Маньчжуры применили тактику выжженной земли. Между тем, враждебные действия со стороны маньчжур не прекращались. 30 июня 1658 года китайское войско на 40 грибных судах напало на войско Степанова, плывшего по Амуру ниже Шингала. Ануфрий Степанов погиб, и с ним 270 казаков. Китайцам досталась богатая дань. Уйти удалось одному русскому стругу, еще несколько казаков спаслись вплавь и посуху. Всего ушло 227 казаков. Как русские попали впервые в Пекин? Еще до поражения отряда Степанова в 1654 году из Тобольска в Китай
был отправлен первый посол Федор Байков, сын боярский, для присмотра торгов и товаров и прочих тамошних поведений. Царь Алексей Михайлович и сибирские воеводы не хотели затевать большой войны с Багдыханом. Байков добирался до Китая долго. Путь его пролегал от реки Белые воды, через горы, бедные водой и едой. По Китаю до первого города Кокотана Байков шел 2 месяца, останавливаясь надолго для запаса водой и едой. От Кокотана до Пекин добрался Байков только в марте 1656 года. В Пекине Байков впервые познакомился с обычаями Поднебесной. В Пекине считали все государства вассалами Багдыхана, а подарки данью. Царские придворные потребовали подарки себе, но Байков ответил, что лично передаст Багдыхану. Придворные силой отобрали подарки у посла, грамоту от русского царя тоже требовали отдать им. Байков отказался. Придворные пугали, что Багдыхан казнит его. Байков сказал, что пусть, но грамоты не отдаст. В знак царского гнева Байкову вернули все его подарки. На том дело и закончилось. Посол вернулся в Россию ни с чем. На родине он много рассказывал о стране, впервые увиденной русским человеком. Узнав о таком, русский царь обиделся и не стал снаряжать новое посольство. В 1658 году разгромили отряд Степанова, который стал лишь тактической неудачей русских. Еще до гибели отряда из Москвы пришел указ местным воеводам укрепиться на Шилке и в верхних притоках Амура, а оттуда действовать по возможности далее вниз по Амуру. Для этого енисейский воевода Афанасий Пашков возродил покинутые городки Нерчинский и Албазин. Никто не знает дату рождения и смерти сына поморского крестьянина Ерофея Хабарова. Историкам неизвестен его портрет, но в народной памяти сохранилось сказание о великом подвиге, совершенном им для пользы Отечества. О Ерофее Хабарове написано больше, чем о любом другом деятеле сибирской истории. Обычно принято начинать жизнеописание сообщения о годе и месте рождения, о родителях, семье, детских годах и тому подобное. К сожалению, эти сведения, относящиеся к Ерофею, были неизвестны и мало интересовали историков. Довольствовались тем, что по месту рождения он именовался то устюжанином, то уроженцем Сольвычегодского уезда. Основное внимание было сосредоточено на главном деле жизни Хабарова – Амурском походе. Известно, что в молодые годы Хабаров вместе с братом Никифором ходили на промысел пушного зверя на Таймырский полуостров. Потом он занимался солеварением в Солевычегодской, теперь город Сольвычегодск Архангельской области. В 1632 году, бросив семью, он прибыл на Лену. Около 7 лет он скитался по бассейну Лены, занимаясь пушным промыслом. В 1639 году Хабаров осел в устье Куты, засеял участок земли, стал торговать хлебом, солью и другими товарами, а весной 1641 года перешел в устье Киринги, распахал 60 десятин земли и построил мельницу. Но главным его богатством была соляная варница. Но процветал Хабаров недолго. Воевода Петр Головин счел слишком малой, 10-ю часть жатвы, что по уговору отдавал ему Хабаров, востребовал вдвое больше, а потом, без всякого права на то, забрал всю землю, весь хлеб и соляную варницу, а самого хозяина засадил в Якутском остроге в тюрьму, из которой Хабаров вышел в конце 1645 года волка к Соколу.
Но на его счастье, на смену Головину в 1648 году пришел другой воевода, Дмитрий Андреевич Францбеков, остановившийся на зимовку в Илимском остроге. Туда в марте 1649 года прибыл Хабаров. Узнав об успешном, хотя и трудном походе Пояркова, Хабаров стал просить нового воеводу снарядить сильный отряд в даурские земли. Францбеков действительно согласился послать отряд казаков для прииску новых землиц и отпустил Хабарову в кредит казенное военное снаряжение и оружие, даже несколько пушек, сельскохозяйственный инвентарь, а из своих личных средств дал деньги всем участникам похода, конечно, под ростовщические проценты. Мало того, воевода предоставил экспедиции суда якутских промышленников. А когда Хабаров набрал отряд около 70 человек, воевода снабдил его хлебом, отнятым у тех же промышленников. Посылая Хабарова как старого опытовщика, воевода дал ему наказ призвать даурских князей Лавкая и Батагу под высокую государеву руку. Но казнократство, лихаимство, незаконные поборы Францбекова, а иногда прямой разбой, поощряемый им, вызвали смуту в Якутске. Когда воевода арестовал главных смутьянов, на него посыпались челобитные доносы в Москву. Хабаров, чувствуя недалекие перемены, очень спешил и осенью 1649 года вместе с отрядом покинул Якутск. Дорога была только одна, по воде, и Хабаров двинулся по Алекме и Лени на юг, как можно ближе к верховьям притоков Амура, решив таким путем, где по воде, а где и волоком, дойти до Амура. Идти против течения быстрой Алекмы с ее бурливыми порогами было очень трудно. В борьбе со своенравной рекой люди выбивались из сил, тем не менее продолжали двигаться вперед. Когда их застали первые предзимние холода, Хабаров остановил отряд где-то у Тунгира, правого притока Алекмы. Здесь они срубили острог, отсиделись немного, а в январе 1650 года двинулись дальше на юг, вверх по Тунгиру. На нартах они перевалили отроги Алекминского становика и весной 1650 года добрались до реки Урки, первого на их пути притока Амура. Дауры, на собственном опыте познавшие, что ничего хорошего от пришельцев ждать не приходится, покинули город, окруженный рвом и чистоколом с крепостными башнями, где правил даурский князь Лавкай. Там были сотни домов, каждый на 50 и более человек, светлых, с широкими окнами, затянутыми промасленной бумагой. В ямах русские нашли большие хлебные запасы. Отсюда Хабаров пошел вниз по Амуру. На пути казаки встречали большие селения с домами добротными, крепкими, но вновь опустевшие. Неожиданно возник со свитой сам Лавкай. Хабаров сразу же предложил ему уплатить ясак, за что пообещал царскую защиту и покровительство. Князь, попросив время для размышления, удалился. В одном из покинутых городков русские встретили старуху Даурку. Она передала, что Лавкай на 2500 лошадях бежал с берегов Амура. Рассказала она и про Хинскую землю, как тогда называли Китай. По ту сторону Амура по рекам плавают большие суда с товарами. У местного правителя есть войско, снабженное пушками и огнестрельным оружием. Тогда Хабаров оставил около 50 человек в Лавкаевом городке и 26 мая 1650 года вернулся в Якутск. Он надеялся, что с подкреплением удастся пройти дальше. Казалось бы, первый поход Хабарова закончился полной неудачей, он вернулся без добычи и не привел к покорности местные народы. Но успех все же был и немалый. Хабаров привез с собой чертеж даурской земли, первую, пусть и нехитрую, карту этого края. Этот чертеж стал одним из основных источников при создании карт Сибири в 1667 и 1672 годах. В его отписках, составленных во время похода, рассказывалось о богатствах Даурии, о ее щедрых землях, о пушном звере и о рыбном изобилии в Амуре. Францбеков сумел оценить добытые сведения и незамедлительно отправил хабаровский чертеж вместе с пространным отчетом в Москву. В Якутске Хабаров начал набирать добровольцев, распространяя преувеличенные сведения о богатствах Даурии. Нашлось 110 охочих людей. Францбеков дал 27 служилых с 3 пушками с запасом свинца и пороха. Вместе с теми, кто и раньше ходил на Амур, набралось около 160 человек. С этим отрядом Хабаров в середине лета 1650 года вновь выступил из Якутска. Осенью, пройдя знакомой дорогой, он дошел до Амура и соединился с оставленным в прошлом году гарнизоном. Казаки, остававшиеся на Амуре, пережили тревожное время.
то и дело нападали дауры, желавшие вернуться в собственный город. Но что могли сделать всадники, вооруженные палицей да луком со стрелами, против ружей и пушки казаков, засевших за толстыми стенами? Ну а теперь у Хабарова был и вовсе сильный отряд. Хабаров нашел оставленных им казаков ниже по Амуру, у укрепленного городка Албазин, который они неудачно штурмовали. Увидев приближение крупных сил русских, дауры бежали. Казаки нагнали их, разбили на голову, захватили много пленных и большую добычу. Опираясь на Албазин, Хабаров нападал на близлежащие селения, еще не покинутые даурами, брал заложников и пленных, в основном женщин, распределяя их между своими людьми. Послав часть своего отряда с собранным ясаком в Якутск, Хабаров зимой построил дощаники и весной двинулся вниз по Амуру. Через несколько дней русские доплыли до городка князя Гайгудара. Укрепление состояло из 3 земляных городков, соединенных между собой стеной, и было окружено 2 рвами. Под башнями были сделаны подлазы, через которые мог проехать всадник. Все селения вокруг этого укрепления были сожжены, а жители укрылись в крепости. Хабаров через толмача уговаривал Гайгудара платить ясак русскому государю, но князь отказался. После обстрела казаки взяли городок приступом, убив до 600 человек. Отряд землепроходцев стоял в нем несколько недель. Хабаров продолжал уговаривать окрестных таурских князьков подчиниться русским и давать ясак, но никто не являлся. Тогда отряд погрузил снаряжение и лошадей в дощаники и, всегда готовый к бою, поплыл дальше вниз по Амуру. Через 2 дня подплывали к городку князя Бангулая. Городок был также покинут жителями, а вокруг него стояли неубранные поля. Хабаров хотел здесь зимовать, но, узнав о богатых таурских селениях, расположенных ниже по Амуру, поплыл туда. Казаки снова видели брошенные селения и нежатые хлебные поля. В августе ниже устья Зея они без сопротивления заняли крепость, окружили соседние селения и заставили его жителей признать себя подданными царя. Хабаров надеялся получить большую дань, но дауры принесли лишь немного соболей, обещав осенью уплатить ясак полностью. Между даурами и казаками установились как будто мирные отношения. Но через несколько дней все окрестные дауры с семьями ушли, бросив жилище. Тогда Хабаров сжег крепость и продолжил путь вниз по Амуру. В марте 1652 года они разбили большой маньчжурский отряд, около 1000 человек, пытавшийся взять приступом Острожек. Необычайная дерзость и храбрость русских ратных людей и умелое командование Хабарова помогли им одержать победу. Были захвачены трофеи: 2 пушки, 8 знамен, 17 ружей и весь китайский обоз, 830 лошадей и хлебные запасы. Однако Хабаров понимал, что с его малочисленным войском нельзя овладеть страной. Весной, как только Амур скрылся, он оставил Ачанский острог и поплыл на судах против течения. Еще летом 1651 года вдогонку Хабарову воевода отправил отряд служилых людей с обещанными боеприпасами. Они не знали, где может стоять Хабаров со своими людьми, и потому зорко вглядывались в берега, надеясь увидеть хоть какой-нибудь след. Но все напрасно. Только взяв языков, проведали они про Ерофея и про войско все. И те языки на расспросе сказали про Ерофея и про войско, что де тот Ерофей нашу землю даурскую проплыл. Ермолин понял, что до ледостава не успеет нагнать Хабарова. Спустившись по Амуру, он наткнулся на развалины какого-то брошенного городка и решил остановиться в нем на зимовку. Весной Ермолин, человек разумный и предусмотрительный, отправляет большой отряд, почти в 30 человек, во главе со служилым Иваном Антоновым Нагибой, на поиски Хабарова. Велено им было идти со всей осторожностью, к берегу без причины не подходить, в драке с местным народом не ввязываться, а на островах оставлять письма Хабарову. Сам Ермолин, отправившись следом за Нагибой, вскоре неожиданно встретил Хабарова. Но Нагибы с ним не оказалось. Ермолин хотел было отправиться на поиски Нагибы, но Хабаров его не пустил. Хабаров вместе с людьми Ермолина продолжал отступление, прослышав, что маньчжуры собрали против него большое войско, 1006. Он остановился только в начале августа в устье Зеи. Но часть казаков во главе с Костькой Ивановым, Поляковым да Чичигиным взбунтовалась, недовольные крутым нравом Хабарова. Захватив свинец и порох, они пошли вниз по Амуру. Грабя и убивая дауров, дючеров и нанайцев, они добрались до Гиляцкой земли и поставили там острог, чтобы собирать ясак. Иванов не учел, что Хабаров не станет терпеть самоуправство ушедших.
жили казаки в своем остроге вольготно и весело, когда в сентябре перед ними объявился Хабаров. Он обстрелял бунтарей, а потом, после острастки, пообещал сохранить жизнь и добычу, если они сложат оружие. Бунтовщики подчинились, слишком уж неравными были силы. Всю добычу, конечно, Хабаров забрал, а ослушников приказал нещадно бить батагами, отчего многие погибли. В этих краях, в Гиляцкой земле, Хабаров встретил новую зиму, а весной 1653 года вернулся на Зею, обосновался и принялся высылать отряды вверх и вниз по Амуру для сбора ясака. Весь левый берег Амура опустел. По приказу маньчжурских властей жители перешли на правый берег. Сохранившиеся отписки Ерофея Хабарова якутскому воеводе говорят о том, как верно и точно описал богатство Амура этот смелый землепроходец. А вниз по Славной, по великой реке Амуре живут даурские люди пахотные и скотные. И в той великой реке Амуре рыба, калушка, белуга и осетры, всякая рыба много против Волги. А в градах и улусях дуги великие и пашни есть, а лесы по той великой реке Амуре темные, больше, соболя и всякого зверя много, а в земле златое и серебро виднеется. В то время он и вообразить не мог, как раскатилась слава о его завоеваниях и о несметных богатствах Таурской земли. Из Якутска в Москву шли депеши, из которых следовало, что без воинской силы не удержать в повиновении столь обширную землю. Было решено основать новое, Даурское воеводство, а пока для подготовки всех дел из сибирского приказа был послан московский дворянин Дмитрий Зиновьев. В августе 1653 года с отрядом в 150 казаков пришел он на Зею, роздал царские награды, золотые червонцы, подал служилым людям 200 новгородок, охочим 700 московок, а потом предъявил царский указ Хабарову, предписывающий ему, Зиновьеву, всю даурскую землю досмотреть, и его, Хабарова, ведать. И тут же, не откладывая столь важного дела, отрепал Хабарова за бороду и по наветам обиженных и недовольных устроил дознание. Ерофей Хабаров отличался крутым нравом, поэтому в челобитных, что получал Зиновьев, говорилось о разных притеснениях и о том, что Хабаров делу не родил, а родил своими нажитком. Зиновьев арестовал его, забрал добро и отправил в Москву. В Москве, в сибирском приказе, присудили вернуть Хабарову вещи. Он написал царю челобитную, где все припомнил, и хлеб, отнятый Головиным. Пожалованные червонцы, которые так и не дошли до него, что он 4 земли привел под государеву руку, что не так просто все это было, а кровь свою проливал и раны терпел. И царь за те лишения пожаловал его в боярские дети и назначил управителем приленских деревень от Усть-Кути до Чечуйского Волока. Однако в даурские земли Хабарова не пустили, хоть он и просился, для городовых и острожных поставок и для поселения и хлебные пахоты. Видно, сил в нем много еще оставалось, раз рассчитывал взяться за такую работу. А потом пропал. С тех пор ничего о нем не известно. Неизвестно, когда и где умер Ерофей Павлович Хабаров, один из первых исследователей Амура, но имя его сохранили потомки. Самый большой город на Амуре, центр Хабаровского края, называется Хабаровск. Каждого приезжающего в Хабаровск по железной дороге встречает Ерофей Хабаров, стоящий на высоком гранитном постаменте в виде скалы. Вот уже более 62 лет существует этот памятник, установленный в 100-летнюю годовщину города. Водруженный в центре привокзальной площади, он доминирует в ее ансамбле. Там, где Великий Сибирский железнодорожный путь пересекает реку Урку, по которой плыл великий землепроходец на Амур, есть станция, носящая название Ерофей Павлович. Также его имя увековечено в названиях многих географических объектов нашей страны. В китайском городе Хэйхэ, что расположен на другом берегу Амура напротив нашего Благовещенска, действует музей, в который не пускают граждан России. Это несмотря на то, что официально он называется Музеем китайско-российских отношений. Казалось бы, россиянам было бы интересно его посетить, но даже ради туристических прибылей китайские власти не разрешают знакомить наших сограждан со своей официальной точкой зрения на историю взаимоотношений двух стран. Хэйхэ в старину назывался по-маньчжурски Айгун. Здесь 16 мая 1858 года был подписан договор между империей Цин и Российской империей.
Согласно этому договору, весь левый берег реки Амур признавался принадлежащим России. Кроме того, земли по правому берегу Амура и Уссури, то есть нынешнее Дальневосточное Приморье, провозглашались совместным владением Китая и России. В Китае считают Айгунский договор 1858 года одним из серии колониальных, неравноправных договоров, навязанных Китаю в XIX веке европейскими державами. Соответственно, политика России в отношении Китая расценивается нынешними китайскими властями как политика колониальная, завоевательная, грабительская, империалистическая. Хотя эта точка зрения усиленно вдалбливается в китайский народ со школьной скамьи, власти КНР не хотят, чтобы с ней напрямую сталкивались российские граждане, дабы не повредить нынешнему состоянию российско-китайских отношений, которые пока вполне удовлетворяют Пекин. А что было до Айгунского договора? Наверняка удивятся многие из вас. Неужели Преамурье и Приморье были китайскими? Да, официально это было именно так. Отношения между Россией и Китаем завязались в середине 17 века, когда русские пришли на реку Амур. Надо признать, что эти отношения с самого начала не были мирными. Русские обложили данью тунгусские племена, жившие по реке Амур и ее притокам. Но эти же племена считались данниками и подданными Маньчжурской империи. Поэтому между Россией и Маньчжурией сразу завязалась борьба за эти земли и за доходы с них. Маньчжурия тогда завершала покорение Китая. В 1644 году завоеватели утвердились в Пекине и провозгласили создание новой империи во главе с династией Цин. Но только в 1662 году завершилось маньчжурское покорение Южного Китая. Занятые завоевательной кампанией в других местах, маньчжуры не сразу сумели повернуть свои силы на север. Русские успели укрепиться на Амуре. Китай на протяжении веков многократно бывал завоеван иноземными захватчиками, которых китайцы считали варварами. Надо сказать, что и сами варвары признавали превосходство китайской культуры и, покорив страну, в последующем охотно окитаивались. Так произошло с монголами, правившими Китаем с 1271 по 1368 год. Так было и с маньчжурами. Маньчжуры составили правящую верхушку китайской империи Цин и постепенно полностью ассимилировались, настолько, что сейчас даже не осталось такого народа – маньчжуры. Память о них сохранилась только в иностранном названии региона северо-восточного Китая. Сами китайцы называют Маньчжурию Дунбэй. Закончив покорение Китая, маньчжуры развернулись на север и повели борьбу за вытеснение русских с Амура. Двухлетняя осада казачьего острога Албазин привела к тому, что казаки были вынуждены покинуть его. Московское правительство, занятое европейскими делами, не интересовалось тем, что происходило на далекой восточной границе царства. Да и вести оттуда достигали русской столицы только через 1,5 года. В 1686 году царевна Софья отправила на восток посла Федора Головина для заключения мирного договора с Китаем. Он прибыл в Нерчинск только в 1688 году. Переговоры проходили в неравных условиях. Китайцы подкрепляли свои требования присутствием 15-тысячной армии. Посредниками в переговорах и единственными переводчиками между русскими и китайцами были иезуиты, давно основавшие в Пекине свою миссию. Можно догадываться, что они заботились прежде всего об интересах папского престола, а не об интересах России. А интерес папского престола в те годы заключался в том, чтобы Россия как можно скорее и на любых условиях примирилась с Китаем и смогла участвовать в совместной войне католических стран – Польши, Австрии и Венеции против Турции. Таким образом, китайцы навязали России неравноправный Нерчинский договор, подписанный 27 августа 1689 года. К этому времени в Москве сменилась власть. Царевна Софья была заключена своим братом царем Петром в монастырь. Но Петру не оставалось ничего другого, как утвердить Нерчинский договор. Петр тоже был весь занят европейскими делами и тогда еще слабо понимал, что вообще происходило на этом Дальнем Востоке. Согласно Нерчинскому договору, граница России с Китаем шла по реке Аргунь до ее слияния с Шилкой. Там поворачивала на север. Шла до Станового хребта, после чего поворачивала на восток и продолжалась по гребню Станового хребта до Тихого океана. Не только Приморье, но и все левобережье Амура признавалось китайской территорией.
Вот эту границу, проведенную Нерчинским договором 1689 года, Китай и считает единственно справедливой границей с Россией и ставит своей целью в перспективе обязательно вернуть себе территории, которые Россия, по мнению китайцев, захватила в период колониального ограбления Китая в XIX веке. Эти территории – Приморский край, большая часть Хабаровского края и почти вся Амурская область. Больше 1,5 столетия отношения между Россией и Китаем развивались исключительно мирно. Шла караванная торговля через Забайкалье. В Пекине действовала русская православная миссия. Она внесла огромный вклад в научное изучение Китая. Кроме того, миссия духовно окормляла русских, оказавшихся в Китае после событий 17 века. Дело в том, что многие казаки, отстаивавшие Албазин и другие русские крепости от цинских войск, были беглыми крепостными и каторжниками. По возвращении в Россию им могла грозить смертная казнь. Поэтому больше сотни казаков приняли предложение цинских властей переселиться в Китай. Со временем цинские императоры даже образовали из русских казаков и их потомков отборную часть своей личной гвардии. Казаки женились на китаянках и со временем полностью окитаились в физическом плане, но при этом они сохраняли православную веру и русский язык в домашнем быту. Потомки этих казаков и по сей день живут в Китае, называются там русскими и считаются одним из коренных народов Китая. Интересно, что границу, установленную Нерчинским договором, невозможно точно провести на карте. В XIX веке, когда Россия находилась на подъеме, а Китай переживал упадок, русские воспользовались этим. Экспедиция капитана Геннадия Невельского к устью Амура в 1849-1853 годах не обнаружила китайских поселений и китайской администрации на правом берегу Амура. Невельский основал там пост Николаевск на Амуре и водрузил русский флаг. Дальнейшая деятельность по присоединению Дальнего Востока связана с именем восточно-сибирского генерал-губернатора Николая Муравьева. В 1858 году он воспользовался поражением китайских войск от англичан и французов под стенами Пекина. Указывая на возможность для России действовать совместно с Англией и Францией, что было неправдой, так как отношения России с этими странами тогда были весьма натянутыми, Муравьев побудил губернатора северо-восточного Китая признать исключительные права России на Преамурье и частичные на Приморье. Это было зафиксировано в Айгунском договоре, о котором мы уже рассказали. В 1860 году для заключения окончательного договора в Пекин был направлен чрезвычайный русский посол, молодой 28-летний генерал Николай Игнатьев. В это время Пекину снова угрожали англо-французские войска. Россия демонстрировала готовность выступить посредником между Китаем и западными державами. В благодарность за посредничество цинское императорское правительство согласилось признать Приморье исключительно российским владением. 2 ноября 1860 года был подписан Пекинский договор, установивший границу между Россией и Китаем в основном там же, где она проходит и сейчас. Можно ли расценивать присоединение Преамурья и Приморья к России как империалистический, несправедливый захват? Ведь там не было китайского населения и китайской администрации. Уместно спрашивать иначе. Справедливым ли было 1,5-вековое формальное обладание Китаем той территории, которую он не мог контролировать фактически? После ссоры Хрущева и Мао Цзэдуна 100 лет спустя Китай стал регулярно предъявлять претензии на пограничные территории. Горбачев частично удовлетворил их, признав, что граница между СССР и Китаем должна проходить по главному фарватеру реки Амур, а не по протокам ближе к правому берегу. Исполнять этот договор пришлось уже Ельцину. Так остров Даманский, политый кровью наших пограничников, и большая часть островов напротив Хабаровска отошли к Китаю. Но в Китае, как видим, рассматривают это лишь как частичную уступку и не намерены останавливаться на достигнутом. Другое дело, что Китай не торопится, считая, что время работает на него, и рано или поздно части России с городами Владивосток, Хабаровск и Благовещенск сами упадут в руки Китая. Сегодня в российских СМИ все чаще идут разговоры о том, что китайцы в ближайшем будущем могут полностью заселить Дальний Восток. Но так ли это? И может ли Дальний Восток отойти Китаю? Об этом вы узнаете в сегодняшнем видеообзоре.
Территориальные споры между Китаем и Российской империей были еще в XIX веке, и во избежание этого конфликта между странами в 1858 году был заключен мирный Айгунский договор. Население Дальнего Востока России всегда было малочисленным. Так, по данным 1890 года, здесь проживало чуть больше 100 тысяч человек. Из них только 42% имели русское происхождение. Остальные были китайцами и корейцами. Уже тогда происходили стычки между русскими и китайцами, которые нередко заканчивались смертельным исходом с обеих сторон. В советские годы руководство нашей страны стало массово заселять Сибирь и Дальний Восток. Причиной этому являлось то, что китайцы все сильнее стали осваивать восточные территории СССР. Все это вынудило Иосифа Сталина в 30-е и 40-е годы 20 века ликвидировать китайскую диаспору, которая находилась на Дальнем Востоке. В 1949 году китайские коммунисты под руководством Мао Цзэдуна захватили власть в стране, и Советский Союз активно помогал китайцам. Так, на границе появилось новое социалистическое государство – Китайская Народная Республика. Когда был жив Сталин, отношения между СССР и КНР были дружественными. Китайцы воспринимали русских как своих старших братьев. Однако, после смерти отца народов к власти пришел Никита Хрущев, который из-за своей грубой и недальновидной политики стал заигрывать с китайским лидером. В конце 50-х годов Хрущев и вовсе передал китайцам ядерное оружие, и уже к 1960 году Цзэдун стал нагло предъявлять территориальные претензии на Дальнем Востоке Советского Союза. В 1964 году уже 100 тысяч китайцев нелегально перешли советско-китайскую границу, а в 1969 году произошел крупнейший вооруженный конфликт между СССР и Китаем. Причиной стал Даманский остров, который принадлежал Советскому Союзу. В ходе перестрелок между советскими и китайскими военными было убито около 60 человек со стороны СССР и 800 человек со стороны Китая. В октябре 1969 года между обеими воинствующими сторонами были проведены мирные переговоры, которые, правда, очень сильно затянулись. И лишь в 2005 году еще неопытный тогда Владимир Путин все же передал остров Даманский Китайской Республике. По официальным данным, сегодня в России проживают около 30 тысяч этнических китайцев. Однако, если учитывать количество нелегалов, которые пересекают российско-китайскую границу, то ежегодно более 1 миллиона граждан КНР въезжают на территорию Дальнего Востока Российской Федерации. Увы, но 75% жителей нашей страны проживают в европейской части России, остальные 25% в азиатской, то есть лишь пару миллионов человек проживают на территории Дальнего Востока. В то же время в северной части Китая, которая граничит с Россией, проживает 100 миллионов китайцев, поэтому они и заселяют необжитые территории нашей страны. Вывод. Россия должна активнее заселять свои восточные территории, проводить политику по привлечению наших жителей территорий Дальнего Востока. Иначе, по прогнозам демографов, к 2050 году китайцы станут второй этнической группой на Дальнем Востоке после русских. И тогда, уже к концу 21 столетия, мы можем полностью потерять свои восточные территории, которые отойдут к Китаю. О китайской проблеме.
Есть на земле предостаточно раз, просто цветная палитра. Воздуху каждый вдыхает за раз 2,5 литра. Если так дальше, то полный привет, скоро конец нашей эры. Ведь китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы. Сон мне снился неделю подряд, сон с пробуждением кошмарным. Будто я в дом, а на кухне сидят Мао Цзэдун с Лисенманом. И что раскололся наш маленький шар на 3 огромные части. Нас миллиард, их миллиард, а остальное китайцы. И что подают мне какой-то листок, а, мол, подписывай, нужен. Мол, очень нам нужен ваш Дальний Восток. Ох, как ужасно нам нужен. Только об этом я сне вспоминал, только о нем я и думал. Я сослуживц по пьянке назвал Мао, простите, Цзэдуном. Но в скорости мы на Луну полетим. И что нам с Америкой драться? Левую нам, правую им, а остальное китайцам. Левую нам, правую им, остальное китайцам. Возле города Пекина хоть бродят хунвейбины и старинные картины, ищут рыщут хунвейбины. И не то что хунвейбины любят статуи картины, а вместо статуй будут урны революции культурной. И ведь главное знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвейбин, ведь это неприлично. Вот придумал им забаву ихний вождь товарищ Мао. Не ходите, деть, в школу, приходите бить крамолу. И не то, чтобы эти детки были вовсе малолетки, а изрубили эти детки очень многих на котлетки. И ведь главное знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Вот немного посидели, а теперь похулиганим. Что-то тихо в самом деле думал Мао с Ляо Бянем. Чем еще уконтропупишь мировую атмосферу? Вот мы покажем крупный кукиш США и СССР. Но ведь главное знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвейбины или... Мао Цзэдун, большой шалун. Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. Заметив слабину, меняет в раз жену. И вот недавно докатился до артистки. Он худал, он похудал. У ей открылся темперамент слишком бурный. Не баба-зверь, она теперь вершит делами революции культурной. А ну-ка встаньте, дзянь, а ну талмуд достань. Уже трепещут мужнины враги. Уже видать концы, жена Люшаоци сломала 2 свои собачьи ноги. А кто не чтит цитат, тот ренегат и хат, тому на заднице наклеим даципао. Кто с Мао вступит в спор, тому дадут отпор его супругам вместе с другом Линем Бяо. А кто не верит нам, тот негодяй и хам, а кто не верит нам, тот прихвост и не плакса. Марксизм для нас азы, ведь Маркс не плыл в янцы, китаец Мао раздолбал еврея Маркса. В Пекине очень мрачная погода. У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам
с Тамбовского завода, любителей опасных авантюр. Мы пишем вам с Тамбовского завода, любителей опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль и, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал де-Голь. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал де-Голь. Нам каждый день насущный мил и дорог, но если даже вспомнить старину, то это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. То это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы понимаем, вас совсем немало, чтоб 300 миллионов погубить, но мы уверены, что сам товарищ Мао, ей-богу, очень-очень хочет жить. Но мы уверены, что сам товарищ Мао, ей-богу, очень-очень хочет жить. Когда вы рис водою забивали, мы проявляли интернационализм. Небось, когда вы русский хлеб пожевали, не говорили про оппортунизм. Небось, когда вы русский хлеб жевали, не говорили про оппортунизм. Боитесь вы, что реваншисты в Бонне, что Вашингтон грозится перегнать. Но наш Хрущев сказал еще в ООНе, что мы покажем Кузькину им мать. Но наш Хрущев сказал еще в ООНе, что мы покажем Кузькину им мать. Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды, не раздувайте вы войны пожар. Мы нанесем им, если будет надо, ужасный термоядерный удар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. А если зуд, без дела не страдайте, у вас еще достаточно делов. Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. И не интересуйтесь нашим бытом. Мы сами знаем, где у нас чего. Так наш ЦК сказал в письме открытом, мы одобряем мнение его. Так наш ЦК сказал в письме открытом, мы одобряем мнение его. И он, значит, он придумал, как называется, формулу разоружения. Он учился, он вернулся из заключения, учился в 8 классе школы рабочей молодежи. И он из алгебры, из литературы, там, из русского языка, из синтаксиса составил формулу разоружения какую-то, понимаете? И добивался. Значит, пришел он сначала в Кремль и сказал, что вот он придумал формулу, и что надо проще. Ему говорят, зачем? Говорит, вы не надо, вы пойдите в комитет госбезопасности, там проще. Он пошел. Он пошел, ну, значит, его оттуда, конечно, выгнали. И сразу же выяснили, кто он такой и что, и за ним приехала машина. Значит, скоро... А когда приезжал, несколько раз приезжали санитары, он, значит, все время то запрет дверь, то еще чего, а тут оставили дверь открытой, нарочно вот вошли. Здорово, два таких амбала, значит. И врач, очень милая женщина. Он говорит, здравствуйте. Они говорят, здрасте, мы из домика Чехова. Она ему сказала. Он говорит, садитесь, пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Кто это? На стену, на портрет. А она говорит, ну, вероятно, это Герцен. Он говорит, вы ошибаетесь. А это кто? Там еще что она, еще кого-то она назвала. Он говорит, нет, это Павлов в молодости. Так смотрит на них, на этих людей. Потом говорит, я все понял. Вы, вероятно, не из домика Чехова. И тут, значит, она сделала знак, и один ампал летел так. Бум! А он кричал, сволочи, за науку! Кричал, когда его носили вниз. Его унесли. Но когда он приехал, значит, в больницу, там лежал он. И он очень быстро пришел в себя, затерроризировал всю палату, потому что он приблотненный, как ты понимаешь, человек. Ему приносили, значит, еду. И говорили, что не из дома, он не принимал, он хотел там новые порядки установить. И все его передачи разделяли на всю палату. И он писал, говорит, мать, я тут навел порядок, теперь нам всем дают колбасу.
Все по 2 кусочка, но я добьюсь. Он там воевал, понимаешь? Он там остался. И ты его не посвятила песню? Я его потом утерял из виду. Он смешной такой человек был. Формула разоружения он. По формуле разоружения воевал-то? Ну, наверное. Представляешь, он составил там алгебра была, х квадрат, плюс там синус, там такой-то, там что еще. С делением, если возможно. Равняется разоружение.